Шановні сябры, добрый день. Вас вітає Союз письменников Беларуси. Програма, якую мы сегодня представляем вашей увазе, атрымала назву «Восеньский вершапад». По-перше, мне хотелось бы передать привітання от нашего кіраўніка Гродзенского областного отделения Союза письменников Беларуси, вядомой белорусской поэтессы, прозаика Людмилы Антоновны Кебіш, якая душою и сердцем сегодня з нами. Яна тут, яна побач, яна заўсёды будзе удзельнічаць у нашым жыцці. І, як вы ведаеце, працягваецца дэкада «Залаты ўзрост», і менавіта гэтай падзеі культурнай у нашым культурным жыцці і прысвечана сённяшняя літаратурная імпрэза. Сёння у вас будзе магчымасць пачуць галасы гродзеншчыны літаратурнай, яе прадстаўнікоў розных пакаленняў, прагучаць вершы пераважна на тэму восені. Што такое восень у жыцці чалавека ўвогуле і ў жыцці чалавека творчага? Калі карыстацца метафорамі, нейкім іншым вобразным сэнсам, дык восень гэта падсумаванне, падвядзенне нейкіх высноў, вынікаў нашага жыцця, нейкіх творчых перыядаў нашага творчага пошуку. І вось гэтым творчым пошукам, яго вынікамі і падзеляцца сёння з вамі мае калегі. Я буду па чарзе іх прадстаўляць. Мне вельмі хацелася б, каб не гучалі сёння звонкі мабільных тэлефонаў, калі толькі гэта будуць такія вымушаныя ўжо выпадкі. І мне хацелася б, каб мы правялі час разам з вамі на гэтым спатканні з мастацкім словам і з тымі, хто яго стварае, у цёплай сяброўскай атмасферы. Вельмі вітаюцца апладысменты. І першым удзельнікам сённяшняй імпрэзы пад назвай «Восеньскі вершапад» з'яўляецца чалавек, да якога я адчуваю такія, маю сыноўныя пачуцці, таму што так сталася, я крочу яго шляхам, гэта мой настаўнік, мой старэйшы сябар. І вось такія радкі: не толькі той паэт, хто піша вершы, а той паэт, хто выступае першы. І першаму я прадстаўляю слова члену, ганароваму члену Союза пісьменнікаў Беларусі, ветэрану узброеных сіл. Сустракайце, калі ласка, паэт Браніслаў Ермашкевіч. Добрый день, шановные. Калі я першы, то мне все дозволено. Амаль што. Шановные, у кожного з нас, по-розному кожный из нас сустракає свою осень. Дни бывают этой осени, дни и теплые, солнечные, прозористые, пахнутные и так далее. Я бы хотел доведаться у вас, з якого вірша починати? З веселого, бойового такого, або той, який кришечку, в общем, притісняє, песимизм додає. В осені ночі. В осені ночі, безсонні ночі, як же мне вас розуміти? Ветер галіни по даху грукоче, як починає темнеть. Зорки в очей заняла поволока, месяц нахмурений зумок. Разміркована облока у витокі, зроблен для чутний крок. Хто допоможе облокам бездомним визначить правильний курс, може на шлях їх спрадвек невідомий, ветер постеля обрус. Плачут слезою холодные осинки, веснем мроется лес, ветром сорванные с древов хустинки, веером конут до небес. Помнятся сум осенние ночи, хутко уже буде виденеть,
скончится ночка, расплющу я очи, в осень свою зразуметь. Вот так, да, не все ж так бывает. Любостность. Коли сердце мое не на месте, коли у ім прорастая туга, значит место его по неверці. Там, где смуток, маркота, смуга, столько боли у лесах жовтолистых, ті в живиці смолистых боров, як у песен голосистых, отлетающих журавов. Только любо мне жовте листя, я в осінський щодрий мотив, коли в милих очах, як колісті, промінь любості ще не остив. Ясный месяц, як ветрось мой белый, потонаю я в глубині, ну а я, як промельтон доспелый, лечу бабиной в осени дни. Ну, коли час поджимает, то я в установці буду подпорядковаться. Хай грає тальянка. У кожного своя тальянка, у кожного своя сосонка і так далі. Уже надиходить пора розвітання, в осінь серце за місто весени, зорная ночка, світка кохання, і в ручаях, що тече лі сосни. Складені крила вже наші палатки, ширині мгли метуситься в очах, думки проносятся, ніби маланки, серце хвилюється, моройно в грудях. Птушка нестриманий ти полетела, згасі завчасно кохання огні, наша полянку в бари опустела, пам'ять ховає минулі дні. Може, ми заново шукаємо полянку і ручайок, що тече лі сосни. Мусим дознаться, ті грає тальянка з тої розвітальної юнацької весни. Дякую вам, щастя вам, добробиту, і нехай все кепське проходить мимо наших очей. Щастя, всього вам найбільше. Белорусский поэт Гродно Браніслав Юрмашкевич. Шановні сябры, калі у вас узнікнуць якія-небудзь пытанні да наших аўтараў, да паэтаў, вы можете іх задаць. Самыя нязручныя, крытычныя водгукі, мы з задавальненнем на іх адгукнемся і адкажам. Так, калегі? Так. Ну і яшчэ адна нагода нашай сустрэчы, адна урачыстая нагода, гэта ўчарайшы дзень настаўніка, які мы адсвяткавалі з намі учора. Прыміце, калі ласка, ад нашай пісьменніцкай супольнасці самыя шчырыя, сардэчныя віншаванні з днём настаўніка, калі сярод вас ёсць педагогі. Здароўя, міру і ўсяго вам самага найлепшага ад усіх, хто піша, стварае сучасную літаратуру Гродзеншчыны. А зараз мне хочется представить слово поэтэсе, гродзенской поэтэсе. В 2016 годзе гэта наша коллега стала лауреатом премии імя Александра Иосифовича Дубко Гродзенскага аблвыканкама за дасягненні ў галіне культуры і мастацтва. Калі ласка, сустракайце Людмила Шаўченко. Очень приятно, что в такое тяжелое время есть люди, которые приходят на мероприятия и интересуются не только домашним бытом, но еще и жизнью нашей, хоть и не то. Я буду читать на русском языке, потому что этот сборник — это все русскоязычные стихи, хотя я пишу и на белорусской мове. Ну вот мне так и сказали, что осень, вот об осени, поэтому слушайте то, что приготовила на ходу. Вот и осень, простились мы с летом, и хоть утром белеет туман, все же балует солнечным светом дней погожих сентябрьский обман. Треугольником клин журавлиный прорезает небес синеву, и пожухлые листья малины не спеша оседают в траву.
О, в каком опьяняющем танце пестрой шалью кружится листва, и поет ветер песни, романсы, и слезинки дождей слова. Сколько раз это все уже было, и прошло, и осталось со мной. Каждый миг я в душе сохранила, вновь ловлю листопад золотой. Знаете, я планировала немножко другое читать, но я вот увидела вас. Мы где-то по возрасту почти ровесники, и поэтому мне так захотелось прочитать вам стихотворение «Откровение». Оно, конечно, не осеннее, но сами поймете. Как скорый поезд мчатся годы, грустнеет взгляд. Судьбы, капризы и невзгоды меня не злят. Когда блеснет за поворотом последний свет, Всевышнему на все вопросы я дам ответ. Хоть жизнь меня не баловала, спасибо ей, что черствость все ж не проживала в душе моей. Те, кто искал совет и помощь, придя в мой дом, кивали как своей знакомой уже потом. И были взлеты и падения, был дан урок, все радости и все лишения пошли мне впрок. Судьба ничем не обделила, не обошла. Меня любили, я любила, мечтой жила. Еще с деревьев облетела не вся листва. В тетрадку просится несмело стихов слова о том, как ждут цветения мая в садах весной, как бесконечно влюблена я в свой край родной. Удивительно, но до сих пор волнуюсь до сих пор. Выступаю по 28-30 раз в году перед разной публикой, а вот волнуюсь. Багряные деревья и кусты, река окутана завесой из тумана. Кружась на землю падают листы, стоят березки в желтых сарафанах. А ветер морщит, воду морщит и рябит в больших прозрачных и холодных лужах. Глазами любопытными глядит на землю небо, думая о стужах. Горят огнем рябиновые грозди, в полях, в лесу сплошная тишина. Теперь хозяйка осень, а не гостья, со вкусом нарядила край она. И солнце землю уж почти не греет, а лишь ласкает, прикоснувшись к ней. Поля ноги, и все вокруг пустеет, но нет земли красивей и родней. И если можно, еще одну прочитаю. Знаете, вот это стихотворение, которое я вам буду читать, я написала, будучи в 10 классе. Получилось так, я его писала 2 недели. То есть я приехала к бабушке в деревню и подзаболела. И мне пришлось ходить в другую деревню через лес на уколы. В общем, начался воспалительный, пришлось ходить. И вот я как пройду через этот лес осенью, и все, села, написала, нравится. Проснусь, уже не нравится. Опять пройду, вот 2 недели я ходила на уколы, и вот стихотворение «Бабье лето». Накину шаль из золотой листвы, примерю бусы из рябины красной, прощальную ромашку из травы сорву на память о поре прекрасной. Подслушаю признание ветерка молоденькой разряженной березки, умою с чистой влагой родника, гребенку из иглиц вкреплю в прическу, пройду по пестрой узенькой тропе туда, где дремлют на пеньке опята. Здесь птичий хор весной дружно пел, здесь было шумно, весело когда-то, а осенью глубокой тишина. Все в забытии, безмолвии, покое. Колдунья осень, только ты одна творить умеешь волшебство такое. Твои подарки яркие и щедры, они горят, как гамма чудных красок. И кажется, что все эти дары ты извлекла из дивных русских сказок. Игривый танец ветра сорванца, туман седой, напевы старых сосен. Фантазии чудесной нет конца, неповторима золотая осень. Счастья, здоровья вам и всего самого.
там была добрая. Это была член Союза писателей Беларуси, гродненская поэтесса Людмила Шевченко. А зараз я представляю слово своєму сябру, чоловіку у нашому творчому колективі, якому скарилися амаль што ўсе жанры літаратурныя, ўсе жанравыя формы. Ад гэтага майстра слова можна чакаць усяго. Калі ласка, сустракайце Пётр Сямінскі. Когда я начинал свою карьеру, я давал зарок не писать о природе и о любви. И, видимо, получилось. Я вот не нашел стихов про осень. Но любовь, увы, вот 2 стиха, где есть слово осень. Любовь осенняя, как ветер, быстрее всех надежд летит. Она за 3 судьбы в ответе, она нам грез метеорит. Она, как радуга желаний, в порыве искренних идей, на фоне вальса расставаний, листвы желтеющих дождей. В ней наши судьбы будто струны, мотив былой хотят сберечь. В ней наслаждений новых руны, судьба в ней наших страстных встреч. С тобой мы ей, как гитаристы, смелее на аккорд дави. Хочу напев я слышать чистый, осенний, пламенной любви. Вот не называть осень, не знать, что ты про осень написал. Ну, в принципе, Да. хорошо, тогда вот еще одно стихотворение. Здесь не было про осень, но я все-таки вставил сегодня. Ну, это, скажем так, почти что автобиографично. Соцветие увядающей сирени, как вихрь влетело в форточку вдовы, в тумане безразличия и лени, поняв, что чувства могут быть новы, забыв ветра, ночей безмолвных прозу, уныние однообразных дней, себя соцветие чувствовало розой, живым царем средь моря орхидей. Все лепестки, уложены с заботой, вернулись вновь и цвет, и аромат сиреневых страстей круговоротом завидует унылый летний сад. Целуя утром женские колени, верхом уже на новом сквозняке, соцветие увядающей сирени умчалось за окошко налегке. Его громов и молний перебранки сквозь грязь непросыхающих аллей из рая спальни, убранной и жаркой, влекло в мирок сиреневых дождей. Житейский сад уже почти исхожен тропинками признаний и грехов. Осенние метафоры похожи на новый всплеск лирических стихов. Дякую, шановний Петр Ярославович. У гэтым годзе Петр Ярославович выйшаў на міжнародны ўзровень. У Российской Федерации, у Ростовской области адбываецца ўжо 5-й раз міжнародны фестываль, конкурс паэзіі і паэтычных перакладаў «Берагі дружбы». І Петр Ярославович стаў фіналістам гэтага фестывалю. Вы можете паглядзець на нашем сайте відэаролікі, дзе Петр Ярославович паўстае як у амплуа не толькі паэта, але і перакладчыка з рускай мовы, паэзіі рускіх аўтараў на беларускую мову. І зараз дазвольце мне, шановныя сябры, выканаць такую прыемную місію. З Ростовской области до вас, Петр Ярославович, приехали книги, сборники и подяка от организаторов международного, 5-го международного фестиваля конкурса поэзии и поэтичных перекладов «Берега дружбы» и сборники нашим уделом, куда вошли ваши переклады русских и украинских авторов на белорусскую мову. Віншую вас. Организаторы сподіваються, что это не опошли ваши дела в этом проекте. И вот вам подяка. Мне как зарплата, завжди готовий. Дякую вам. А зараз я представляю слово чоловіку, дякуючи уділу у нашій імпрезі, якого наша імпреза набуває
областны маштаб. Калі ласка, сустракайце наш гость з Ваўкавыскага района, беларускі паэт Віктор Курлович. Все-таки вельмі хутка ляціць час. Здаецца, мы зусім недавно чакалі вясну. А непрыкметна проляцела лето, и уже на порозе осень. А так хочется, как гэтыя теплые деньки не кончались. И поэтому нашу коротенькую встречу я хочу начать с верша, который называется «На скрижаванні осени и лета». Няспынны час не сліва цячэ, не прыпыніць мне бег імклівы гэты, а затрымацца хочацца яшчэ на скрыжаванні восені і лета. Даўно замоклі песні салаўя, адпаламнелі ўспышкамі зарніцы, ды так і не смогла душа моя дагэтуль імі досталь наталіцца. Слатою восеньскай, зімоваю парой, магчыма, мне яшчэ не раз прысніцца, як Зеўс па небе вогненнай стралой імчыцца на грымотнай калясніцы. Што зробіць? Тыя дні не за гарой, калі аднойчы восень на світанні напоўніць сэрца болем і тугой, жалобны крык птушын развітальны. Яшчэ бываюць сонечныя дні, ды застаецца для мяне сакрэтам, чаму душа так прагне цеплыні на скрыжаванні восені і лета. Яшчэ один верш, это уже по восеньской тематице, доследно называется он «Восень». Разгубляла лето свой убор зеленый, вея прохолодой ранком на дворы, и стоят смолкливо золотые клёны, у чаканні доўгі, лепшыя пары. От земля яшчэ ўсё сонейкам сагрэта, але дні такія хутка прабягуць. Нездарма апошні напамін пра лета у народзе трапна бабіным забудь. Над зямлёю купал распрасцёрся сіні, парыжэлі рэчкі хуткай берагі, і ляцяць павольна ніткі павуціны, хутаюць туманы, поле і лугі. Сумнай рабіны палынеюць гронкі, не шкадуе восень фарбы для асін, і ўжо пакідае родную старонку з развітальным крыкам журавліны клін. Хай же той зімовай, цяжкаю парою будзе вам утульна на чужой зямлі. Радасна сустрэнем з выраю вясною, да сустрэчы новай у гусі журавлі. Я часто ловлю себя на такой думце, что житё человека можно разделить на несколько периодов, так, как делятся поры года. Только что мы означили День пожилых людей, протягивается декада пожилых людей. Я хочу вам все-таки крышечку на конце добавить оптимизму. Верш яшчэ не восень. Яшчэ цяплынь не адышла з двара, і наваколле сонейкам сагрэта, ёсць і ў прыродзе, і ў жыцці пара. Яшчэ не восень, але ўжо не лета. Ад нараджэння да апошніх дзён так сталася ў прыродзе ўжо спрадвеку, быцця зямнога нашага закону, непадуладны нават чалавеку. Ляцяць няспыннай чарадой гады, жыцця ўзыходзяць маладыя ўсходы, і хутка не падзецца нікуды. Ужо закружаць лісця карагоды. Але нам ранавата сумаваць па тым, што адзвінела наша лета. Яшчэ ў жыцці так многа шчыраваць, і песні нашы ўсе яшчэ не спеты. Хаця былы запал той малады, вярнуць назад не ўдасца ўжо напэўна. Наперадзе не горшыя гады. І важна, каб пражыць іх недарэмна. І справы трэба будзе перадаць
у моцные и молодые руки, каб множить их могли и продолжать. Спочатку дети, а затем внуки. Віктор Георгійович, прочитайте про наставників. Раз наставники тут сидять. Нема наставників були. Можно? Калиласка. Я так понимаю, ну, у вас же нема наставников былых, да? Бывших не буває. Бывших не бывает. Все настоящие. Ну, коли ёсць, я и сам наставник. Стала коллеги. Нема наставников былых. Нема ў жыцці наставников былых. І хоць яны ўжо не працуюць болей, ды толькі думкі, успаміны іх, нябачнай ніткай звязваюць са школай. Хоць шлях працоўны ваш нялёгкі быў, сумненні, перамогі і няўдачы. Яго вам назаўсёды асвятліў той позіклік, зацікаўлены дзіцячы. Зважалі мала, як ляцяць гады, другім сябе вы цалкам аддавалі і прыкмячалі нават не заўжды, што дзеці ўжо свае вырасталі. Няма ў жыцці настаўнікаў былых, хаця пайшлі са школьнага парога, бывае неспакойна вам за тых, каго вялі ў жыццёвую дарогу. Жыццё ідзе, імчыць за годам год, дарослымі даўно ўжо вучні сталі, і лепшыя з усіх узнагарод, каб вас яны хоць зрэдку успаміналі. Моцного вам здоровья, миру и сгоды на нашей земле. И всего-всего самого наилучшего. Вам Спасибо. и вам. Член Союза письменников Беларуси, поэт Виктор Курлович, Волковыский район. Виктор Георгиевич, вам так само посылка з Ростовской области, и нават не одна. В этом году Виктор Георгиевич так само стал финалистом фестивалю конкурсу поэзии и поэтичных перекладов «Берега дружбы», який проходит у Неклиновском районе Ростовской области. И, коли ласка, вам подяка от организаторов этого фестиваля за ваш удел. Тут, так, хвилиночку, все ваши переклады и переклады ваших творов на русскую мову. Организаторы так само выказывают надею на то, что это только початок вашего супрацоўніцтва с этим проектом. Калі ласка. И еще один приемный сюрприз, и нават не один. Виктор Георгиевич, ось у нас при допомозі областного совета ветеранов і городского літературного об'єднання «Надія» вийшов зборник вершаў, який присвячається 75-годдю Великой Перемоги. І він має назву «Память огненных лет». Так само поэт Виктор Курлович со своими вершами удельничає і у гэтым зборнику. Калі ласка, Виктор Георгиевич. Самый приемный момент, самый, может, нечаканный момент з Российской Федерации вам прислали медаль. И она має назву «Почетный наставник творческой молодежи». Я ее вам вручительно вручаю. Дякую вам. Будем стараться. Дякую великий. Протягується наша літературна зустріча. Зараз надійшов час знайомства з творчістю представників Гродзенщини літературної 21-го стагоддя, як я називаю. Це автори, якими особисто я ганаруся, тому що це мої вучениці, це сапраўды мой гонор, мой великий скарб, який мне надослал лёс. Калі ласка, я хочу, каб вы познайомились с творчестью молодой гродзенской поэтессы. Это наставник Гродзенского державного университета імя Янки Купалы, вученый, лингвист, перекладчик. Сустракайце, калі ласка, Антонина Нуриддинова. Добрый день, дорогие друзья. В продолжение осенней тематики «Кленовые листья». Как соблазнителен кленовых листьев ворох. Туда нырнуть бы с детским озорством. Вдыхая, устраивая весело и шум, и шорох, запоминая радость на потом,
Вдыхает глинтвейн из аромата клена, и небо синь, и воздуха хрусталь. Не прячась от прохожих удивленных, не думая о том, что даст нам даль. Смеяться, петь и не грустить о лете, и даже юность не жалеть векам. Благодарить за все. Пусть дни вот эти возьмет на блики времени река. Октябрьскому парку. Золотые кудри парка в октябре напоминают мне лицо ребенка. Ласкает солнце их во сне, и улыбается мальчонка. Он и золотой, и молодой, еще далекого увядания, искрится искренней рекой, даря прозрачное сияние. И мне порадовать дитя игрой, игрушкой или конфетой. Он по-есенински, шутя, назначил встречу мне на лето. Парк обнимает хулигански, подставив бархатную щеку, и делится по-христиански последним золотым потоком. И с детской щедростью меня он наполняет вдохновением, соборным чугуном звеня и золотым сусальным пением. И еще одно стихотворение решила выбрать лирическое для разнообразия. Обнимаю тебя строкой, раз уж просто руками не в силах, ты со мной, каждый шаг со мной, светлый взгляд твой, образ милый. Вновь стихами к тебе прихожу, раз уж чаще нам не встречаться, строчкой робкой тебе скажу все, о чем нам нельзя шептаться. Пересекаются наши орбиты и продолжаются наши следы. Знай, твоя доброта не забыта, и всегда в моем сердце ты. Спасибо большое. Пусть эта осень станет для вас вдохновенной, в своем роде болдинской осенью. Творите прогулки, сочиняйте встречи и грейтесь золотом, блеском глаз. Спасибо за внимание. Поэтесса из Гродно Антонина Нуриддинова. Сейчас мне также хочется представить еще одну нашу молодую коллегу, которая уже постепенно выходит на республиканский уровень. У нее за спиной и публикации на литературном портале стран СНГ «Созвучие», и победа в республиканском литературном конкурсе «Под рождественским небом». Поэтесса из Гродно Екатерина Игнатюк. Здравствуйте. Продолжая осеннюю тематику, и так как мне выпала честь выступить практически в завершении, я, наверное, начну сначала с немного грустных, с философской и любовной лирики, а закончу уже пейзажем, повеселее. Мотылек. Легкое волнение эфира, ветра мимолетные ручеек. Вот, одетый в яркую парфиру, встрепенулся нежный мотылек. Бархатно мерцающие крылья, хрупок, не объять, не ухватить. Знает лишь божественная сила, как творенье трепетно любить. Принимать его порханье зримо, отпускать в синеющую даль. Пусть летит, пока неумолимо осень не закутает в печаль. Опавший лист. Робко, несмело шагаю навстречу, видя всю душу твою на просвет. Время не лечит, нет, время не лечит, скроет туманом забытые плечи, нет мне в нем любви и сочувствия нет. Где ты бывал, мой кленовый листочек? Как ты судьбину свою прокружил? Плоть искалечена множеством точек. Это не мой благодарственный почерк той, для которой ты верой служил. Как трепетал, когда юн был и зелен, с радостью чистой встречая рассвет. Все же ты верен, ты ей еще верен, пусть и надломлен основ твоих черен, в мире прекрасней тебя больше нет. Несокрушимый, собой согревая, ты ее новую жизнь сохранишь. Так не бывает. Нет,
так и не бывает. Слезы дождем твое горе смывают. Ты же в руке моей нежно дрожишь. Ну а последнее. Осень босоногая моя. Жмуришься. Последними лучами согреваешь тонкий шелк щеки. Ты еще находишься в начале бесконечной временной реки. Слух ласкает тихое блаженство, шелест опадающей листвы. Ты рукою повела по-женски и снимаешь шляпку с головы. И каскад кудряшек рьяно-рыжих хлынул по аллеям и лесам. И горят задорностью бесстыжей искры в ярко-синих небесах. Сарафан цветастого убранства стройно обволакивает стан. Ты несешь в небесное пространство журавлей прощальный караван. Замерла, с лица сняла небрежно паутинок тонких кружева. И глядишь заботливо и нежно, как желтея стелится трава. Слезы пролились от умиления, ласковым еще грибным дождем загрустилась. А через мгновенье закружилась в вальсе с ним вдвоем и запела, голос не простужен, восхваляя чудо сентября, как девчонка шлепаешь по лужам, осень босоногая моя. Молодая поэтесса Екатерина Игнатюк. Запомните это имя, запомните имя Антонина Нуриддинова. Это наша смена, это наша надежда. Мы желаем вам хорошего творческого пути, счастливого, плодотворного, гармоничного и признания в кругу коллег и читателей. Ну, если нет вопросов, может быть, они есть, мы с удовольствием ответим на них. Я бы тоже хотел поучаствовать. Я пишу грустные стихи. Смотрит природа невидящим взором, голуби роются в листьях опавших, осень — чудной поединок, в котором нет победителей и проигравших. Мир суеты от ненастья понурый весь до краев заполняет тревога. Завтрашний день неопрятный и хмурый странником вечным застыл у порога. Сонет. Как в зеркало смотрюсь в лучи заката, у юности отбился я от рук, мечты и чувства косяком куда-то давно умчались, видимо, на юг. Ищу тебя, себя же обретаю, все на себе объятия смыкаю, мир зазеркалья полон искажений, что разума подскажет чуткий гений. Бегу к тебе, а кажется, стою, и в отражение нас не узнаю, и осень бесконечная вокруг, и ночь, как за прозрение расплата, уже сияет в небе лунный круг, как в зеркало смотрюсь в лучи заката. Калі ласка, Петр Ярославович, калі ёсць пытанні, калі ёсць некія дадаткі да наших сённяшніх літаратурных выступленняў, мы будем толькі рады. Вітаем это все. Ну, раз мне книжку подавал сегодня Дима, я хочу закончить перекладом. Мой переклад Николай Дик, поэт з Ростова. Верш называется «Сябрам». Чым болей пройдено дорог, тым адчувальней сталі раны, часцей у госці на порог сябры, амаль што ветэраны. Апанавала сівізна, а стукі сэрцаў узмацнелі, бо мы не дапілі да дна, зіходкай надзеі келіх. Яшчэ мы з вамі пажывём, у крэсла утульнае не збочым, уздыма дужым не звярнём і разам зноў далей пакрочым. Може хто-небудь з вас піша, стварае
вершы. Калі ласка, мы с задовольнением послушаем. Не скромничайте, конечно, пишите, раз у вас столько учителей сидит. Пишите, пишите. Ну тады пытанні. Нема питання. Може хто-небудь що-небудь хоче нам сказати на розвітання у фіналі Давайте я раз хоть Калі скажу. ласка, калі ласка. Никогда в таком коллективе крутом не говорил. Обычно где-то за столом так раз. Когда. Что слава? Дым. Успех – туман. И жизнь порой – самообман. Но свет души не погасить. Вершина бытия – творить. Души призванию верным быть. Это ко всем. Теперь скажу, кто написал. Это моя сеструха, киевлянка. Шановні сябри, нам вельмі прыемна, што гэтую часіну мы правялі разам у спатканні з мастацкім словам. Мы адчулі цепло вашых душ, можа што-небудзь у вашых душах ад гэтага спаткання застанецца таксама. Нам бы гэтага вельмі хацелася. Усяго вам самага найлепшага, здароўя, мірнага неба над галавой і ўсяго, што вы самі сабе пажадалі. Да новых сустрэч!